вашему глазу сейчас предстанет чудо природы. Да. Вот она, вот эта красота. Сейчас воды, к сожалению, мало. Сейчас последуем к самому истоку. Расскажу вам, насколько это можно коротко, учитывая, что краткость — это не мой конек, не мой козырь, но тема самая интересная. Чем это место уникально? Не то, что не только Чеченская республика, но и в целом по миру, может быть, даже по России. Таких мест мало, чтобы три таких значимых природных объекта находились на одном месте. То есть, смотрите, вот он. Во-первых, сам по себе водопад уже много значит. Дорого стоит посетить каждый водопад. Но чтобы дойти до истока определенной реки, сами понимаете, уже тоже здорово. А это вот, смотрите, исток реки Гумс. Теперь смотрите, насколько спокойно эта вода выходит. Видите, насколько спокойно она выходит. Просто невероятно спокойно. И эта вся вода переходит в водопад. Представьте себе, исток реки Гумс. Сам по себе исток. Потом эта река сразу же метров через 10-15 переходит в водопад. Дальше, но в чем секрет вот этого вот, я не знаю, вот истока, или по-научному, на самом деле, это сифон. Сифон — это значит трубка, шахта, которая выходит из горы, из того водоема, из того бассейна, который стоит в этой самой горе. То есть в этой горе находится огромная галерея, пещера, в которой стоит огромное озеро или пруд, ну, либо водоем. Те, кто был в больших пещерах, видел все это, для них это, в общем, они знают, о чем я говорю. Например, та же более-менее доступная пещера для туристов, это пещера Мчишта. Нет, стоп, извиняюсь. Новоафонская. Мчишта — это у меня в мечтах. Новоафонская пещера Абхазии. Вот. То есть по этой самой пещере можно проплыть неизвестно еще сколько сот метров и выйти в тот самый бассейн. А там будет большая. Вот, к сожалению, предпринимались 3 этапа исследований. Первый в 2018 году, второй раз в 2022 и третий раз в этом году, в 2023, и все 3 раза безуспешно. Но зато в первую же экспедицию официально было признано с президентом Союза спелеологов России Геннадием Самохиным, который лично сам нырял в этот сифон, что это на самом деле является сифоном, и что он идет далеко, по хорошей прозрачности, но, к сожалению, за счет обвала камней, там есть определенное место, где вот переход, водолазом, дайвером, спелеодайвером не получается его пройти. Сюда ныряли очень серьезные спелеодайверы. И в прошлом году была серьезная команда, которые практически плавали во всех известных в мире сифонах, горных пещерах. К сожалению, они пройти не смогли. Но, как известно, врагу не сдается наш гордый варяг, и исследования и дальше будут продолжены, потому что если все-таки удастся пройти через сифон саму пещеру с озером, это будет реально сильный толчок для чеченского туризма. То есть сюда попрут все спелеодайверы мира, потому что каждая новая открытая пещера, она уже много чего значит, и все ее хотят посетить. Более того, пройдя вот этот водоем, можно будет выйти и сверху, выйти где-то там наверху, так к называемому верхнему входу, туда, где обычно скатываются воды,
потоки дождевые и так далее. Но вы спросите, откуда уверен, что это сифон? Да элементарно, очень много признаков, доказательств того, что это сифон внешних, которые можно видеть. Есть еще один момент такой яркий. Я все не буду перечислять, все научные моменты. Хотя бы то, что эта река всегда, в любую непогоду, все летние паводки, все осенние, весенние паводки, она остается чистой. А это означает, что там внизу стоит огромный водоем, у которого есть возможность долго отстаиваться. То есть сюда идет вода, которая отстаивалась там очень-очень долго. То есть верхние грязные потоки воды туда практически не попадают. То есть туда они стекаются через фильтры земляные, там оседают и сюда выходит посредством давления. Ну, по принципу, тоже теории сообщающих сосудов, выходит сюда наружу. То есть это один из таких ярких, заметных признаков. И то, что визуально это все было видно, то, что дайверы нам передали, мы запускали туда дрон подводный, но вот это вот сужение не дает пройти. А дальше видно, что идет, четко идет шахта, пещера. Конечно, неизвестно, сколько сот метров придется туда плыть, но в мире есть опыт у дайверов. Те же дайверы, которые здесь были, погружались, это люди, которые открывали очень много, теперь уже самые глубокие пещеры в мире, которые проплывали по этим пещерам там несколько километров и выходили в галерею. Потом в следующем году там переносили туда надувные эти самые, переплывали озера, пещеры. И дальше, как альпинисты шли по пещерам дальше. Километры и километры. Так что не исключено, что и у нас это все может быть. Мы даже не думали, что у нас может быть сифон, потому что нигде, ни в одном месте нет отметки, что в Чечне где-то есть сифон. Даже гипотезы нет. И в 2017 году, будучи наша делегация в главе с Эдамином Джабраиловым, тогда еще директором Аргунского музея-заповедника, мы ездили на первый съезд спелеологов России. Это было в Москве на базе РГО. И там, в принципе, про этот сифон было озвучено. И, как говорится, с гордостью могу сказать, что этот сифон является моей научной работой, открытием. Хотя бы то, что сифон доказано, теперь, если сможем пройти, это уже дальше, это уже больше, это уже глубже. Но если смогли сделать это, сможем и другое.